Сегодня в Общественной палате Коми обсудили, как распознать недостоверную информацию в социальных сетях. Получив сразу несколько обращений, общественники решили самостоятельно все перепроверить и сообщили жителям республики о своих находках. Результаты антифейковых расследований узнал Евгений Стокас. В последнее время в социальных сетях многократно увеличилось количество недостоверной информации, которую публикуют сами жители Коми. Некоторые сообщения настолько провокационные или шокирующие, что их нельзя оставить без внимания. Сегодняшний круглый стол в Общественной палате Коми «Правда или вымысел» посвящен как раз разоблачению или подтверждению таких историй. Мы отобрали за последние несколько дней с помощью исполнительной дирекции, с помощью членов Общественной палаты информации, которая появилась у нас за последние недели-две, для того, чтобы их проверить. Что-то совпадет, что-то не совпадет, чтобы выяснить, что фейк, что не фейк. Большинство сообщений оказываются ложью или домыслами, не подкрепленными ни фото или видеофактами, ни официальной информацией. Например, то, что на реконструкции старого корпуса КГПИ работают всего 14 человек, опровергли прямо во время круглого стола. Общественники лично отправились на стройплощадку. Еще один фейк, уже жуткий, это видео, на котором ребенок провалился в колодец, якобы в Максаковке. Источник нашли по цифровому следу. Интернет помнит все. Наткнулись на очень интересную публикацию о том, что в Набережных Челнах всплывает это видео. Да, и говорится о том, что в Набережных Челнах текст один в один такой же, один в один, провалился, где все «Приедь, президент, спаси» и так далее. Видео было датировано концом 2019 года, но и это еще не все. На самом деле, вот можно переключить следующий слайд, на самом деле все это произошло в одном из дворов Санкт-Петербурга. А вот история о том, что к Печорцу отказалась ехать скорая, потому что вызвал ее не он сам, оказалась правдой. Молодая девушка, сообщившая о том, что мужчине стало плохо, побоялась близко подходить к пострадавшому. Диспетчер начала задавать вопросы девушке, которая вызывала скорую медицинскую помощь, но на вопросы девушка ответить не могла. Есть приказ такой, по которому действует скорая медицинская помощь, при котором нарушение сознания, реакции обязательно обслуживается с представителями правоохранительных органов. Но, вероятно, именно основываясь на этот приказ или это положение, диспетчер и рекомендовала вызвать полицию. Манипулирование информацией, вымыслы, изменение сути даже правдивых новостей – все это стало способом нарастить количество подписчиков, просмотры и рейтинги. Как стало понятно в ходе круглого стола, подобных сообщений немало, а потому в Общественной палате региона решили проводить такую работу на постоянной основе. Ведь даже, казалось бы, безобидный фейк, как считают общественники, не только вызывает тревогу у жителей, но и бьет по имиджу региона. Евгений Стокас, Дмитрий Ведерников, Юрган.